Привет, друзья! Это Зузу Качиева и канал Зузу Unique KG. Сегодня я решила сделать подкаст на русском языке и хочу поделиться с мыслями из книги Джона Кеха «Подсознание может все». Так как актуальна тема здоровья в наше время, я выбрала эту главу. И глава называется «Исцели себя». Гиппократ сказал: разум – лучший лекарь. Может ли мышление играть роль в становлении здоровья или нездоровья человека? Происходящее в сознании пациента часто и есть ключ к тому, хочет ли он выздороветь, говорит доктор Карл Симонтон. Доктор Симонтон – всемирно признанный врач и директор Центра по лечению рака в Калифорнии. Он с энтузиазмом рассказывает о результатах, которые добился в лечении болезни, используя метод визуализации. Мы полагаем, люди только теперь начинают понять, насколько переплетены сознание и физическая оболочка. Мы уже знаем, что ход болезни можно повернуть в обратную сторону. Мы обнаружили, что те же тропы, которые служат для передачи негативных явлений, подобных раковому новообразованию, могут быть использованы и для пересылки положительного, что может даже вернуть человеку здоровье. Можно говорить о коренных изменениях с точки зрения на все болезни и на то, как люди могут себя вылечить. Доктор Симонтон и его коллеги не ограничиваются разговорами. Его клинические достижения по существу значат намного больше, чем обычные поиски лекарства от рака. Он путешествует по стране и учит других врачей своему методу. К примеру, Мартина Брофмана. Он сам расскажет свою историю. В 34 года я оказался в больнице, и доктора сказали мне, что у меня опухоль спинного мозга. Опухоль была злокачественная, и я находился в безнадежном состоянии. Мне сказали, что я протяну от 2 месяцев до года. После нескольких недель полного отчаяния я решил попытаться помочь себе сам. Я начал заниматься медитацией 2 раза в день по 15 минут. На воображаемом экране в голове я нарисовал свое тело и опухоль. Каждый сеанс медитации я представлял себе, что опухоль настолько уменьшилась, и это происходило всего-навсего в моем сознании. Я мог представить себе все, что захочу. Я представлял себе, как раковые клетки исчезают под воздействием моей иммунной системы, и сказал себе, что они будут удаляться из моего тела всякий раз, когда я иду в ванну. Внутренний голос нашептывал, что мне не становится лучше, но я усмирял его и настаивал, что иду на поправку. Медитируя, я раз за разом повторял: каждый день мне становится все лучше и лучше. Каждый день мне становится все лучше и лучше, пока сам в это не поверил. Кроме занятий медитацией, я решил подкрепить мое чувство выздоровления и другими способами. Когда в теле возникали странные ощущения или боли, я уже не пугался от чувства, что это разрастается опухоль, приближая мой конец. Я говорил себе, что это энергия, которая действует на опухоль, сокращает ее, заставляя становиться все меньше и меньше и улучшает мое состояние. Теперь я предвкушал ощущение, которое прежде всего так боялся. Постоянно, каждый день я напоминал себе обо всех возможных способах улучшения состояния. Я внушал себе, что пища, которую ем, наделена энергией, постепенно приносящей мне здоровье. Я вспоминал людей, которые меня любят, и утверждал, что эта любовь тоже сила, позволяющая еще ускорить процесс выздоровления. Я понятия не имел, сработает ли этот метод
и решил судить о нем по своему состоянию. Каждый день, как и я внушал себе, моя подвижность и энергичность возрастали. Прошло 2 месяца с тех пор, как я начал перепрограммировать свое сознание, и мне нужно было пройти обследование у врача. Доктор был потрясен. Он не нашел и следа опухоли. Он не мог в это поверить. Его реакция была точно такой, как я ее себе представлял. Я ехал домой, смеясь всю дорогу, чтобы сообщить эту чудесную новость своей жене. И это далеко не единственный случай. Существует масса примеров того, как восстанавливалось здоровье после применения сходных методов. Как-то одна женщина рассказала свою историю. Еще маленькой девочкой я всегда говорила себе: «Я тот человек, который никогда не подхватит простуду». И я всегда себе так говорила. И знаете что? Я никогда не болела простудой. Она закончила, и неожиданно поднялся хорошо одетый мужчина лет. «Это очень интересно», — сказал он. «Знаете ли, сколько себя помню, я всегда говорю себе, каждый год мне достаточно 1 или 2 простуд. Я всегда так говорил, и знаете что? Каждый год у меня была 1 или 2 простуды». Предположение и ожидание имеют удивительную способность случаться. Организм – это самоисцеляющий механизм. Наше тело – это чудесный самовосстанавливающий механизм, призванный следить за всем, что с ним происходит. Стоит вам порезаться, как белые кровяные шарики моментально устремляются к месту пореза и борются с инфекцией, а тромбоциты уже свертывают кровь и закрывают порез. Все это происходит автоматически, без всякого вашего участия. Ваш организм точно знает, как ему себя починить. Когда вы едите, ваш организм извлекает из пищи питательные вещества и распределяет их в виде энергии по разным частям тела. Все лишнее в виде шлаков отбрасывается, и снова все происходит автоматически. Вам не нужно об этом думать или управлять этими процессами. Сломав руку, вы отправляетесь к доктору, а он вам ее лечит, не так ли? Вовсе нет. Ни один врач еще не вылечил ни одной сломанной руки. Доктор совместит кости и наложит повязку, чтобы они правильно срастались, но только ваш организм в состоянии залечить перелом. Напоминайте себе почаще, что организм естественным образом лечит и чинит себя. Вдолбите себе в голову мысли о железном здоровье, и тем самым вы приведете его в действие. Торжественно заявите: «Мой организм – это исцеляющий механизм». Есть такой метод, называется 2-минутный тоник для здоровья. Каждый день проводите несколько минут, купаясь в мыслях о собственном здоровье и силе. Послайте эти мысли в кровяную систему, к тканям, клеткам. Представьте, как энергия распространяется по всему вашему телу. Изучите свое тело как волшебно врачующий механизм. Это упражнение, придающее силы, оздоровительный тоник, на который требуется всего 2 минуты. Ваше отношение чрезвычайно важно. Первая реакция человека, впервые обнаружившего у себя какое-нибудь заболевание, это паника. Разум парализуется страхом. И чем серьезнее болезнь, тем больше страх. Проблема заключается еще и в том, что мы видим свою болезнь как чуждый объект или существо, а не как процесс. Бывший хирург Уоллес Эллебрук и ныне психиатр красноречиво сказал: именуя болезни, врачи обычно используют существительные: эпилепсия, корь, рак, опухоль, откуда следует, что они для них предметы. Если взять одно из этих существительных, корь, и сделать из него глагольный оборот, то получится миссис Джонс
ваш малыш покрывается кoriевой сыпью. Или миссис Бейкер, у вас слегка разрастаются ненужные клетки вместо опухоль. Это откроет сознание врача и пациента для новой концепции болезни. Болезни как процесса, который начался, а потом прекратится. Доктор Кеннет Пеллитер из школы медицины при Стэнфордском университете подчеркивает, что организм не может уловить разницу между настоящей угрозой и ее предчувствием. Наши волнения и негативные ожидания преобразуются в материальные болезни. Организм чувствует, что мы подвергаемся угрозе, даже если она просто надумана. Иными словами, у людей, которые боятся болезни, и вправду гораздо больше шансов заболеть, так как организм подвержен влиянию самого страха. Смех и радость могут лечить. Не секрет, что люди, подавленные в состоянии депрессии, гораздо быстрее подхватывают болезни, чем счастливые и беззаботные. Исследования показали, что напряженные психические состояния – это жадность, тревога, беспокойство и страх препятствуют функционированию иммунной системы. Последние медицинские исследования в области юмора и здоровья доказали, что у смеющегося человека из головного мозга выделяются два важных типа гормона – адреналины и эндорфины, которые способствуют снятию боли, напряжения и депрессии. В профессиональной литературе и в устном творчестве часто встречаются сообщения о людях, которые излечились или хотя бы облегчили свое состояние при помощи смеха и юмора, говорит Ширли Роудлиф, терапевт из штата Онтарио. Сегодня даже приверженцы традиционной медицины используют это открытие. Каждый человек сугубо индивидуален, а значит, и наш организм сугубо индивидуален. Дэвид Бреслер описывает методику, применяемую им для помощи пациентам. У парня были страшные боли. Мы перепробовали все, что могли. В конце концов, я решил использовать психотерапию. Предложив мужчине поудобнее сесть в кресло, доктор Бреслер попросил его при возможности более точно нарисовать боль. Вскоре пациент сказал, что видит огромную свирепую собаку, вцепившуюся ему в позвоночник. Затем ему было предложено воображение подружиться с собакой и поговорить с ней. Сделав это, пациент почувствовал, что боль стала утихать, пока совсем не исчезла. Как и многие другие люди, он снова обрел здоровье лишь после того, как перестал воевать со своей болезнью. Другой пример. Атлет Кевин О'Нил сумел спасти свою карьеру, используя мощь разума. Упав с велосипеда, он получил серьезную травму. Одна его рука была раздроблена, что подорвало уверенность в себе. Это случилось как раз за неделю перед основным соревнованием по триатлону. Спортсмен представил себе, как входит в свое тело и вручную складывает, совмещает свои кости. В результате такой визуализации кости срослись в 2 раза быстрее, чем предполагалось, и он смог принять участие в соревновании. И такие истории можно продолжать до бесконечности. Подытожим обсуждение, приведя слова доктора Пола Рейни из Ванкувера. Разум – это неиспользованный ресурс, который еще предстоит полностью изучить. Именно он должен стать предметом тщательного исследования. А крупнейший специалист, нобелевский лауреат Джошуа Ледерберг, назвал эту область исследования самым важным шагом в современной медицине. Наше здоровье у нас в руках, и мы должны играть важную роль в ее сохранении и лечении. Заболев, не стоит пассивно открывать дорогу болезни. Вы должны разделить ответственность за свое излечение. В конечном счете, как всегда, говорил доктор Альберт Швейцер, настоящий доктор внутри нас. Вот такая была информация
приготовленное для вас. Очень надеюсь, что вы найдете для себя полезное и интересное и примените, и ощутите на себе здоровье, счастье, радость и так далее. Всего доброго! Спасибо, что слушали. Пока-пока!